Продолжаем трансляцию спортивных соревнований между мужскими командами города Якутска и командой Чурапчинского улуса. Это у нас третья встреча сегодня. Каждая игра очень важна, так как выигравшая команда выходит в следующий круг соревнований, а проигравшая команда будет бороться за 5-8 места. Представляют судей сегодняшней встречи. Первый судья Афанасьев Семен, первая категория, город Якутск. Второй судья Захаров Гаврил, вторая категория, город Якутск. Секретарь встречи Слепцова Саина, Мегнакангаласский улус. Помощник секретаря Иванова Аэлита, вторая категория, город Якутск. Центровая встреча. Объявляют стартовый состав команд. Номер 9 Дима Аржаков. Номер 10 Кускул Лавров, капитан команды. Номер 12 Альберт Бродников. Номер 3 Иннокентий Филиппов. Номер 2 Роберт Захаров. Номер 5 Игорь Афанасьев. Номер 9. Номер 4 Альберт Корякин. Номер 11 Валерий Гоголев. Главный тренер Альберт Бродников. Объявили стартовый состав сборной команды Чурапчинского улуса. Приглашается стартовый состав команды города Якутска. Номер 1 Гавриил Охлопков. Номер 5 Семен Слепцов. Номер 7 Василий Тумфали. Номер 8 Егор Глухарев, капитан команды. Номер 10 Владимир Сигаров. Номер 11 Анатолий Татаев. Номер 12 Михаил Семенов. Номер 2 Иннокентий Артамонов. Главный тренер Петр Пестряков. Объявили стартовые составы обоих команд. До этого проведено две встречи. Алекминский район выиграл команду СВФУ со счетом 3-0, а Амгинская команда одолела команду Намского улуса. Счет 0-0. Альберт Бродников на ваших экранах, капитан команды. Главный тренер команды Чурапчинского улуса. Подача на стороне команды Чурапчан. Обе команды готовы. Прозвучал свисток на подачу. Дмитрий Аржаков подает. Сидоров Владимир выигрывает первое очко для своей команды. 1-0. Павел Глухарев, связующий команды города Якутска. Сыграли крест. Чурапчинская команда, Тускул Лавров. Ошибка у команды города Якутска. Тускул Лавров на подаче. Остается мяч в игре. Простой переброс мяча. Закрыли блоком Семена Слепцова. Чурапчинские волейболисты.
И счет стал 2-1 в пользу команды Чарапча. Лавров Тускул, лидер команды Чарапчинского улуса. Снова Семен Слепцов. Блокаут, одиночный блок в исполнении Альберта Бродникова. 2-2. 2-2. Владимир Сидоров. Хороший, мощный удар демонстрирует Иннокентий Филиппов. Игрок под номером 3. 3-2. Укороченная передача. Блок не успел на этот атакующий удар. Владимир Сидоров. Еще раз. Но на этот раз получается у Иннокентия Филиппова. Практически прострел исполнил 3-3. Иннокентий Филиппов. Альберт Бродников. Василий Тумфали. Блокаут. Первых же минут волейболисты 4-3. начали показывать силовой, мощный волейбол. Да и линия мяча хорошая. Анатолий Татаев. Тоже быстрая передача в адрес Роберта Захарова. Игоря Афанасьева, 5-й номер. Чуть-чуть не попадает мяч. Василий Тумфали. Второе очко. Результативное очко. Записывает 5-4. свой счет. Счет становится 5-4. Семен Слепцов. Хорошая доводка. Высокий съем. Дмитрий, 9-й номер. Это у нас Дмитрий Оржаков. 2-метровый молодой человек, 19 лет. Не рассчитал длину площадки Егор Глухарев. 6-5. Посылает мяч в аут. Хотел перехитрить защиту сборной команды Чарапчинского улуса. Хороший прием от Василия Тумфали. Гаврила Хлопков. Первый темп. 6-6. 6-6. Василий Тумфали, к сожалению, ошибается при подаче. Вчера у него очень хорошо летела 7-6. подача. Выиграл ряд очков эйсом. Игорь Афанасьев, 5-й номер. Хорошая подача в исполнении Игоря Афанасьева. Блок-аут от Владимира Сидорова. Не успели отойти защитники. Да. По высоте не хватило Роберту Захарову оставить мяч в игре. Прием. Тускул Лавров просто взял, перекинул. Да, Тускул Лавров закрывает блоком Анатолия Татаева. Мяч остается в игре. Василий Тумфали. Ошибку фиксирует 8-7. у игроков Чарапчинской команды. Да, задели сетку. Хлопков говорил на подаче.
Крест разыграли черепчинские волейболисты. Блокаут показывает линейный судья. 9-7. 9-7. В пользу команды города Якутска. Ошибается Гаврила Хлопков. Уступает место своему лидеру Никитию Артамонову. На подаче высокий центральный блокирующий Дмитрий Ржаков. Хорошая подача у него. Анатолий Татаев нападает с третьей зоны. Это его 10-8. коронка. Но также его коронкой является нападающий удар Марита. Достает Альберт Бродников очень сложный мяч. Не успевает немножко на блок Тускул Лавров. 11-8. 11-8. Команда Якутска впереди. Хороший прием. Тускул Лавров. Да. Обводит он блок Анатолия Татаева. Начинает включаться игру Тускул 9-11. Лавров. Тоже один из ведущих игроков черепчинской команды. Также является ведущим игроком команды Черепчата Иннокентий Филиппов, Альберт Бродников. Ошибается Анатолий Татаев. 10-11. Разрыв сокращается. Это узкий по ширине был мяч. И по высоте тоже. Отведенный мяч атакует Семен Слепцов. «12-10». Сидоров Владимир готовится подавать. Блокаут в исполнении Роберта Захарова. Роберт Захаров уже 20-летний волейболист. 1,182 м. Уже играет на высоком уровне вместе со взрослыми, вместе со своим наставником Альбертом Бродниковым. Приносит очки в пользу своей команды. Семен Слепцов, мастер спорта России. 13-11. В стык блока, через стык блока пробивает Семен Слепцов. Ошибается игрок 12-13. команды города Якутска Анатолий Татаев. Да, вот за ним бывает, то, что он допускает ошибки на подаче. Иннокентий Филиппов, центральный блокирующий черепчинской команды. Подключается Семен Слепцов. Третья атака подряд в исполнении Семена Слепцова. Да, одиночный блок не может справиться с нападающими ударами Семена Слепцова. Активно доверяет Альберт Бродников своему молодому центральному нападающему 13-14. Дмитрию Ржакову, который в этой игровой ситуации выигрывает очко. Аут. Летел мяч. Тускул Лавров смахивал мяч. Но этот мяч
обработал 15-13. Василий Тумфалеев. Он приносит 13 очко своей команде. Да, левой рукой смахнул от блока в аут. Достает мяч Альберт Бродников. К сожалению, ошибается 16-13. Тускул Лавров. Мяч попадает в трос. 16-13. Хорошая доводка. Тускул Лавров. Да, мяч от блока попадает в первую зону, При счете незащищенную. 13-13. Тайм-аут И при команды счете Черчимского Улуса. 13-17. Первый тайм-аут берет команда Черепчинского Улуса. Команда города Якутска у нас является действующим чемпионом Республики Саха-Якутия. Черепчинская команда является действующим чемпионом 7-х спортивных игр народов Якутии АМГА-2019. Также ангинская команда выигрывала чемпионат республики по волейболу. Василий Тумфалеев выигрывает очередное очко 18-13. после перерыва. Мяч, кажется, летел в аут. Не справляется лидера команды. Прием. К сожалению, мяч улетает в аут Замена команде после Черчимского атаки Улуса. Игоря Команда Афанасьева. номер 5 на площадку выходит игрок номер 1. Замена в команде Черепчинского Улуса. Вместо игрока номер 5 Игоря Афанасьева вышел игрок Алан Кулар. Вчера он тоже выходил на площадку. Очень надежно сыграл. 14-19. Эмоциональный волейболист. Будет подавать Алан Кулар. Справляется с приемом Иннокентий Ржаков. Закрывают Гаврила Хлопкова. Хлоп в 15-19. исполнении Тускула Лаврова. 1 в 1 закрывает он центрального нападающего. Василий Тумфалеев пробивает блок Тускула Лаврова и выигрывает 20-15. очередное очко, 20-е по счету. Да, Замена между команде рук города Якутска. Тускула Вместо игрока Иванова номер 1 пролетел на мяч. площадку выходит игрок номер 4. Замена в команде города Якутска. Вышел на подачу игрок под номером 4 Петр Андреев. Заменил он Гаврила Хлопкова. Высокая подача. Лавров нападает с третьей зоны. 16-20. Комбинация крест. Дмитрий Аржаков, 9-й номер. Василий Сидоров оставляет мяч после его обманного удара. К сожалению, Тускул Лавров 21. направляет мяч 16. в аут. Счет уже становится 16-21.
Егор Глухарев. Пас в никуда в исполнении Альберта Бродникова. И при счете 16-22 тайм-аут берет команда Чурапчинского улуса. Зрители скандируют «Чурапча, Чурапча». Тускул Лавров нападает со второй зоны. 17-22. Одиночный блок. Не успевают центральные блокирующие переместиться на края сетки. Ошибка. Одна из немногих ошибок у Василия Тумфали. Он очень надежно играет и в защите, и в нападении. Много победных завершающих ударов у Василия Тумфали. Счет 18-22. На подачу Тускул Лавров. Закрывает блок Иннокентия Филиппова. Атакующий удар Владимира Сидорова. 19-22. Город Якутск берет тайм-аут. Главный тренер Петр Пестряков успокаивает своих подопечных. Тускул Лавров в погоне за командой города Якутска. Да, к сожалению, не получается выиграть брейковый мяч. 23-19. Ошибаются игроки Чурапчинской команды. 24-19. 6 сетболов у команды города Якутска. Иннокентий Филиппов проталкивает мяч между блоком и сеткой, выигрывает первое очко. 20-24. Резким движением пальцев рук Альберт Бродников на подаче. Ну и Семен Слепцов ставит точку в первой партии. Со счетом 25-20 выиграла команда города Якутска. Спокойно волейболисты из города Якутска выходят с территории волейбольной площадки. Идет обсуждение первого сета чурапчинскими волейболистами.
вторая партия встречи между командами Чурапчинского ЛУСа и сборной команды города Якутска. Подает Гаврил Охлопков. Поменял свое амплуа Иннокентий Филиппов. Сыграл в роли доигровщика и принес своей команде первое очко. Тускул Лавров на подаче. Не успел поставить блок блокирующий Чурапчинской команды Роберт Захаров. Поле попадает мяч. Аккуратно нападал Аян Кулар. Блокирует Аян Кулар Семена Слепцова. 1 в 1. Ошибается, кажется, Семен Слепцов. Попадает в трос. В поле попадает Анатолий Татаев. Три-два. Роберт Захаров делает счет 4-2. И снова Анатолий Татаев. Неразбериха в борьбе за верховой мяч. Три-четыре. Вау. Посылает Анатолий Татаев. Подарок для Чурапчинской команды. И счет становится 5-3. Роберт Захаров. Василий Тумфалей выигрывает очко. Но здесь была и ошибка у блокирующего, крайнего блокирующего при постановке блока. Семен Слепцов не стал рисковать. Подает планирующую подачу. Мяч от блока улетает в аут после нападающего удара Василия Тумфалии. Приветствуют друг друга ребята. Ах, не успели подстраховать друг друга волейболисты Чурапчи. Не до конца пошел Роберт Бродников. А тем временем подает Семен Слепцов. Низкая доводка. И очередной раз Тускул Лавров приносит своей команде очко.
вышедший на замену Аян Кувар. Очень хорошо вписался в игру. Блок. Аут. Не успевают направить свои кисти рук вниз блокирующие чурапчинская команда. Да, видно, не отработали мяч. Поэтому мяч улетает в аут. Василий Тумфали ошибается. Тоже очень большой объем работы проделывает Василий Тумфали на площадке. Дмитрий Аржаков, к сожалению, подает в аут. Не справляется со своими эмоциями. Для него это первые спортивные игры, ответственные соревнования. Хороший пас. Выигрывает очередное очко Егор Глухарев со своей скидкой. Обменялись любезностями Альберт Бродников. Дуэль связующих мы увидели. Пока 1-1. Не справляется с приемом игроки команды города Якутска. Среагировал на эту передачу Иннокентий Филиппов, хотя до этого произвел защитные действия, успел на эту передачу. Иннокентий Филиппов выиграл очко для своей команды. Второе брейковое очко выигрывает команда Чурапчи. Посмотрим сейчас. Да, третье очко не удалось завоевать. Очко выигрывает команда города Якутска. Исполнитель очередного очка Владимир Сидоров. Егор Глухарев подает в аут. Команда чурапчинских волейболистов ликует, подбадривает друг друга. Это очень отрадно. Большая мотивация у обоих команд выйти в следующий круг спортивных игр. Перехитрил связующий блокирующий Чурапчинского Улуса. Вывел практически на один блок основного доигровщика Владимира Сидорова. Постраховал ошибка при приеме. 12-11. Не успевает на блок Иннокентий Филиппов. Второй брейковый мяч выигрывает команда города Якутска. И отрыв увеличивается +2 до 2 очков. Хороший прием. Быстрая передача адресована Роберту Захарову.
свой результат. Василий Тумфали разбирается с одиночным блоком Аяна Кулара и выигрывает 14 очко. Разрыв сохраняется. Не подпускает близко к себе волейболисты города Якутска. Анатолий Татаев на подаче. Не стал рисковать Аян Кулар. Оставляет мяч в игре либера команды Чурапчинской команды. Сброс в исполнении Василия Тумфали. И Дмитрий Аржаков ставит победную точку в этой комбинации. Выигрывает 13 очко. Роберт Захаров, уже 20-летний волейболист. Прием в исполнении Иннокентия Артамонова. Очередной победный результативный атакующий удар демонстрирует Василий Тумфали. Одиночный блок. Хорошая передача в исполнении Аян Кулар. В адрес. Это у нас, да, Тускул Лавров разбирается с блоком. Поле попадает мяч после подачи Аяна Кулара. Да, это мяч либера команды Иннокентия Артамонова. Василий Тумфали закрывает своими длиннющими руками Дмитрий Аржаков Василия Тумфали. Еще становится 16-15. Чурапчинская команда выходит вперед до второй партии. Поле. Прямо на боковую линию площадки попадает мяч. 16-16. Люлюканье от болельщиков Чурапчинской команды. Аут. К сожалению, улетает мяч после нападающего удара Тускула Лаврова. Защитили мяч чурапчинские волейболисты. Тускул Лавров выигрывает 17 очко. 17-17. На него прыгало два блокирующих. Вместе с тем Тускул Лавров отменно справляется с поставленной задачей. 17-17. На подачу выходит Вадим Оконечников, 20-летний тоже волейболист. Второй связующий команды Чурапчинского Улуса. Простой переброс мяча через сетку. Аут. Улетает мяч. Разыграли комбинацию волна. Немного не успел на блок центральный блокирующий команды
Черепчинского улуса. Петр Андреев вышел на подачу. Иннокентий Филиппов. Подарили ему шанс отыграться на чистой сетке. Потерял своего нападающего Анатолий Татаев. 18-18. Владимир Сидоров оставляет мяч после блока. Марита в исполнении Анатолия Татаева. Касается сетки игрок сборной Черепчинского улуса. Альберт Бродников спрашивает, дотронулся ли он до сетки. И счет становится 19-18. Прием хороший в исполнении Тускова-Лаврова. Да, к сожалению, блокируют Иннокентия Филиппова. Да, низковат мяч по высоте для Иннокентия Филиппова. И при счете 18-20 тайм-аут берет команда Черепчинского улуса. Команда Черепчи вышла из своей подгруппы вторым. Она проиграла первую игру Татинской команде со счетом 1-3. Но выиграла вторую встречу у Намской команды со счетом 3-1. Среагировал на скидку Роберта Бродникова блок Владимира Сидорова. Касается сетки Альберт Бродников. 22-18 в пользу команды города Якутска. Сложный был прием у черепчинской команды. Егор Глухарев, воспитанник Амгинской школы волейбола. Аян Кулар подключается с задней линии. Выигрывает 19 очко. Альберт Бродников на подаче. Главный тренер команды. Помешал Анатолий Татаев своему связующему. Еще раз доверяют Аяну Кулару. Успевают поднять мяч черепчинские волейболисты. Владимир Сидоров. Семен Слепцов. Чуть-чуть не разобрались в защитных действиях игроки сборной команды Черепчи. Помешал Иннокентий Филиппов Альберту Бродникову. Владимир Сидоров подает при счете 23-19 в пользу команды города Якутска. Пас одной рукой
демонстрирует Альберт Бродников. И Иннокентий Филиппов забивает прострельную передачу. Красивая получилась комбинация в исполнении Иннокентия Филиппова. На вашем экране Иннокентий Филиппов под номером 3, центральный блокирующий команды Черепчинского Улуса. Остается мяч в игре. Ошибка при нападении со второй линии. Заступает линию Владимир Филиппов. Первое брейковое очко зарабатывают. Одно брейковое очко зарабатывает команда Черепчинского Улуса. Еще становится 21-23. Зрители дружно скандируют «Чурапча, Чурапча». Тайм-аут взяла команда города Якутска. Необходимо игрокам Черепчинской команды более качественно организовать прием, доводку мяча до своего связующего. Я думаю тогда, что у них все получится. Остается мяч без нападения. Да. Прыгучий Василий Тумфалиев выигрывает верховой мяч. Записывает 24 очко в пользу команды города Якутска. Замена в команде города Якутска. На подачу вышел Голоков Виталий. Вернулся на площадку Гаврила Хлопков. Уверенно подал Виталий Волоков. Хороший удар первым темпом продемонстрировал Дмитрий Аржаков. Из игры к игре Дмитрий Аржаков набирает уверенность. Я думаю, через год-два будет одним из лучших центральных нападающих в Черепчинской команде. Да, не успевает Дмитрий Аржаков пристроиться к крайнему блоку. «25 очко зарабатывает команда из города Якутска. И выигрывает вторую партию. Общий счет в партиях 2-0. Хорошую игру продемонстрировали обе команды.
Третья партия встречи между командами города Якутска и Черепчинского Улусов. На подаче 9-й номер Дмитрий Оржаков. Пушечный удар в исполнении Анатолия Татаева. Счет 1-0. Оставляет мяч в игре. Обе команды остались без нападающего удара. Доверили Василию Куньфали. К сожалению, он не был готов к этому удару. Попадает в трос. Тускул Лавров, лидер команды Черепчинского Улуса. Второе очко результативное записывает в свой счет Анатолий Татаев. Счет становится 2-1. Владимир Сидоров на подаче. Мяч от блока отлетает к Альберту Бродникову. Не смог подбить мяч Альберт Бродников. Счет 3-1. Вау. Улетает мяч после нападающего удара Роберта Захарова. Практически блока-то не было. Успел перебросить мяч Роберт Захаров по переходящему мячу. Перебросить мяч, да, переходящий мяч. Альберт Бродников, главный тренер сборной команды Черепчинского Улуса, играющий тренер. Ошибается Анатолий Татаев. Закрывает один в один Роберт Захаров Семена Слепцова. 4-4. Анатолий Татаев пробивает блок Иннокентия Филиппова. Счет 4-2, 4-5, 5-4 в пользу команды города Якутска. Ошибается Иннокентий Филиппов, не попадает по мячу. Как-то неуверенно шел на этот мяч Иннокентий Филиппов. Провальный игровой отрезок получился для игроков сборной команды Черепчинского Улуса. И при счете 4-7 тайм-аут берет команда Черепчинского Улуса.
5-7. Иннокентий Филиппов подает. Хороший перевод со второй зоны в четвертую. Быстрая передача. Не успевает блок на атакующий удар в исполнении Тумполи Василия. Семен Слепцов на подаче. И снова разыграли туропчинские волейболисты комбинацию крест. Хороший нападающий удар в исполнении Роберта Захарова. Очень грамотно сыграл в этом эпизоде Василий Тумфали. Перебросил, просто перекинул, да, мяч во вторую зону, в четвертую зону. Накатил. Сам ушел подавать, да. К сожалению, ошибается Василий Тумфали. 7-9. Спортивной площадке по обе, на данной спортивной площадке находятся 5 чемпионов спортивных игр Якутии АМГА 2019. Это в Шарапчинской команде играет Бродников Альберт, Тускул Лавров, Иннокентий Филиппов, чемпионы седьмых спортивных игр. Ну а в сборной команде города Якутска Владимир Сидоров, Тумфали Василий. Ошибается, к сожалению, Тускул Лавров. И счет уже 11-7. Аян Кулар нападал со второй линии. Ошибку зафиксировал первый судья. Да, сетку задевает Дмитрий Ржаков. Ошибается снова Дмитрий Ржаков. Счет уже, разрыв третьей партии увеличивается. При счете 7-13 тайм-аут берет команда Шарапчинского УЛУСа. Альберт Бродников спокойно объясняет своим подопечным, что необходимо сделать, чтобы улучшить игру, качество доигровки, доводки. Конечно, команда города
Якутска практически все чемпионы и призеры чемпионатов республики, первенств республики, многочисленных соревнований, да и возрастные ребята по возрасту. Широктинской команды 7 игроков года рождения 2000 по 2004 годы. Довольно молодая команда. Думаю, что через года 2 они будут доминировать на спортивных волейбольных площадках. «15-7». Можно сказать то, что на этой площадке сейчас опыт и молодость. Гаврила Хлопков на подаче. Дмитрий Аржаков. Туско Лавров. Владимир Сидоров. Не успевает Аян Кулар на этот мяч, отскочивший от блока. Игроки сборной команды города Якутска ликуют. У них практически все получается. Да, замена вместо игрока номер 9 Дмитрия Аржакова. Вышел тоже молодой перспективный игрок. Так же, как и на площадку вышел Владимир Конечников. 5-й номер Игорь Афанасьев. 18-летний перспективный игрок. Четвертый номер Альберт Корякин. Тоже 18-летний. Молодая сплоченная широктинская команда противостоит опытной профессиональной команде из города Якутска. Павел Глухарев на подаче. Без блока нападает Иннокентий Филиппов. 9-17. Расслабились игроки города Якутска. Не блокируют даже основного центрального нападающего широктинской команды. Игорь Афанасьев, номер 5 на подаче. Силовая подача. Да, к сожалению, улетела в аут. Я так понял, что ребята из широктинской команды смирились 18-9. с поражением. Ну и Альберт Бродников дает своим молодым воспитанникам поиграть, почувствовать площадку, атмосферу этих игр, поддержку зрителей. 10-18. Незабываемые восьмые спортивные игры для каждого спортсмена, участвующего в этих соревнованиях. Вадим Оконечников. Силовая подача. Выигрывается 11-18. очко. 11-я команда из Широктинского улуса. Сейчас надо организовать хорошую атаку. Да, ошибается Аян Кулар при одиночном блоке. Так, немножко был мяч Замена команде города Якутска. Вместо игрока сетки. номер 11 на площадку выходит С игрок одного номер прыжка 4 атаковал Петр Андреев. Аян Кулар. Петр Андреев выходит на подачу. Вместо игрока номер 11 Анатолия Татаева, извиняюсь.
Петр Андреев. Хлесткий удар в исполнении Роберта Захарова. Открытый волейбол 12, третьей 19. партии. Ребята сами довольны. Чемпион спортивных игр в Амге Иннокентий Филиппов. Поборолись в защите ребята. Слепцов Семен пробивает блок 20, и выигрывает 12. 20-е очко. 20-12. Группа поддержки черопчинской команды верит в своих любимцев, поддерживает. 13, 20. 20-13. Ошибается игрок 21, команды 13. Черепчинского Улуса. Роберт Захаров при подаче. Не унывает. Аян Кулар. Комбинация крест. 14, 21. 14-21. Хорошо физически слаженный волейболист. Закрыли Владимира Сидорова блоком. Это у нас Альберт Корякин. 15, 21. Семен Слепцов, да, к сожалению, не справляется в защите с сильным атакующим ударом Смена команды города Якутска. либера Игрок команды номер 4 вернулся игрок номер 11 Анатолий Татаев. Черепчинского Улуса. Гаврила Хлопков на подаче. Мощнейший удар в исполнении Альберта Корякина. Уже 16, 22. растет перспективный, талантливый волейболист в команде Черепчи. Это 18-летний парень, 1,87 м. Хороший подбор игроков в черепчинской команде. Мяч остается в игре. Тумфали Василий заблокирует Тумфали Василия. Иннокентий Филиппов. 17, 22. Ребята получают наслаждение от игры в волейбол. Альберт Корякин продолжает подавать. Хороший прием. Татаев Анатолий. Да, немножко 23, 17. не успел на этот мяч Альберт Корякин. Вау. Попадает. 24, 17. 24-17.
Матчбол на подаче Павла Глухарева. Да, к сожалению, команда Третью партию со Сиротинского счетом проигрывает 25-17 выиграла партию. команда города Якутска. Здесь со счетом Общим 3-0 счетом 3-0. Победу данная- одержала города завершается Якутска. данная встреча в пользу команды города Якутска. Капитаны на подпись. Благодарим спонсоров трансляции Центр недвижимости «Триумф Инвест». «Триумф Инвест» занимается продажей и покупкой любой недвижимости и строительством жилых частных домов. С ними вы воплотите мечты в реальность. Алмаз Кредит Сервис, крупнейший кредитный союз Республики Саха-Якутия, на протяжении 18 лет помогает развитию качества жизни жителей республики.